Еще. И еще. А потом ура! О! Вот, замечательно. Может, они на голос пойдут, да? Услышат нас сейчас. Давайте пожмем Деда Мороза. В смысле, Дед Мороз, думаете, это идет? Как зовут Деда Мороза? Дед Мороз. А летом он... Летом Дед Мороз в кого превращается вообще? В домового? Ну пусть будет так. Возьми, кто, у кого нет цветов, друзья, берите. Берите у кого, кидайте. Ну, не настолько критично все, у нас все успеваем. Так, с цветами запомнили, друзья, что делать? Это. Типа за арку, да. И можно так шаг вперед, такого. Ваши ощущения. Спасибо, доктор, я себя еще ощущаю. Как называется такая укладка? Кто знает? Нет, тогда. Так, Анжела ходила за ними, Елена ходила за ними. Я не знаю. Я ходил. Кто еще? Кто следующий? Да идут, они думали, что ждут меня, я им только сказала, 5 минут, подождите, приходите. А они Я тебе сказал, заходи же сразу, они за мной шли. Они Караул устал. замерзли, не могут идти. Караул устал. Итак, прошу, проходите, молодые. Супер. Дорогие наши молодожены, дорогие наши Антон и Светлана, прежде чем зайти в свадебный зал, здесь вас встречает ваше первое семейное препятствие. Вот это небольшое препятствие, зеленая ленточка натянута специально для вас. И у вас есть, что ж такое, Дима, договаривались же, и у вас есть несколько вариантов, как его преодолеть. Итак, первый вариант. Антон, ты можешь взять Светлану на руки, перешагнуть через ленту. Второй вариант. Вы можете пройти под лентой. Третий вариант. Вы можете разрезать ленту ножницами, оставить кусочек ленточки себе на память о первом препятствии. Либо четвертый вариант вы можете придумать сами. Итак, на своем семейном совете примите свое первое семейное решение. А мы пошумим для молодых и поддержим. Ну что, режем. Правильно, держась рука об руку. С сегодняшнего дня вы уже как семья все делаете вместе. С одной и с другой стороны отрезаем кусочек ленточки, убираем жениху в карман, как память о первом семейном препятствии. Покажите, да, покажите, да, как вы это делаете. Раз. И... Эту руку можно убрать. Вот так, да. Дорогие друзья, сегодня, 3 августа 2020 года, в нашем замечательном городе родилась новая молодая семья. Встречайте наших счастливых молодоженов Антона и Светлану. Поздравляем! Ура, ура, ура! Громкое ура для молодых! Итак, дорогие наши молодожены, здесь вас встречают самые близкие вам люди. Это ваши родители. У мам в руках свадебный каравай как символ благополучия и достатка. Но сейчас в знак уважения и почтения поклонитесь своим родителям. И примите родительское благословение. Сначала у нас мама жениха. Прошу. Дорогие мои, сегодня первый день вашей уже настоящей жизни семейной.
пожалуйста, запомните этот день. И пусть этот день будет продлен на долгие-долгие годы. Запомните это мгновение. Пусть оно длится всю вашу жизнь. Счастья вам, мои хорошие. Я вас люблю. Спасибо. Поаплодируйте маме. Спасибо. Мама, невеста. Я хочу дать вам свое благословение, чтобы вы были счастливы, жили долго, красиво, богато и здорово. О, а у нас добавят папу, папа жениха, прошу. Ну, в первую очередь я хочу дать напутствие моему сыну. Он теперь муж, ответственный за семью. Так вот, напутствие будет заключаться в очень большой вещи. Сына, никогда не вступай в перебранку с женой. Потому что через 15 минут перебранки ты выдохнешься, а для нее это будет только разминка. Поэтому, дорогой мой, никогда не позволяй себе лишнего. Счастья, здоровья, успехов, и мы ждем прибавления. Поддержите, поаплодируйте. Папе. Папа. Ребята, а я вам желаю здоровья. Самое главное здоровье. И уступайте друг другу. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что, друзья, но сейчас мы с вами узнаем, кто же станет главой этой замечательной молодой семьи. Сейчас наши молодожены по кусочку отломят или откусят от каравая. Кто отломит или откусит больше, автоматически становится главой семьи. Но сначала мы так кусаем или ломаем? Что мы делаем? Ломаем. Ломаем, хорошо. Но сначала мы проверим группу поддержки. Кто болеет за жениха? Пошумим. Чтобы он стал главой семьи. Ну-ка. Кто болеет за прекрасную невесту? Пошумим. Так, это непонятно. Еще раз. Жених. Невеста. Молодожены. Ага, есть, классно. Ну, сейчас мы узнаем, кто же станет главой молодой семьи. Наши молодожены отломят по кусочку каравая, верно? Я предлагаю сначала солоночку снять, чтобы мне соль не рассыпалась пока. Можно каравайчик сдвинуть чуть-чуть. Мама, сдвиньте каравай с подноса. И мы сейчас с вами посчитаем, дадим обратный отсчет. И наши молодожены отломят. Так, у нас какой рукой будут ломать молодые? Жених какой рукой будет ломать? Правой. Невеста? Правой. Жених чуть-чуть в сторонку сюда ко мне, боком, чтобы фото, может быть, оттуда лучше, нет? С той стороны? Я специально... Итак, все вместе. 3, 2, я такой считаю, да? Все вместе на 1 нужно вместе отломить, хорошо? В любом месте. В любом. Все вместе. 3, 2, 1. Поехали! Ну-ка, кто же не ломает? Болеем, поддерживаем. Жених или невеста? Ну-ка, поднимите высоко свои кусочки хлеба. Ну что ж, Антон становится главой молодой семьи. Ну что ж, сейчас, молодожены, как следует посолите свои кусочки. И пусть это будет последняя соль вашей семейной жизни. Подожди. Как следует посолите. Пусть это будет последняя соль вашей семейной жизни. Чтобы дальше было только сладко. Муж, ты слишком стараешься. Да. Насолить как следует надо. А сейчас посмотрите друг на друга с нежностью. И накормите друг друга. Вот так вот. Ой, кошмар. Поаплодируем, друзья. Уже не голодные. Так, проголодались? Мы подождем, может это есть. Ну хорошо, спасибо. И сейчас, молодые, я предлагаю вам пройти под караваем. Мамы поднимут каравай. Ваша задача пройти под караваем и загадать свое самое сокровенное желание, которое обязательно сбудется. Главное об этом никому не рассказывать, только друг другу по секрету, если что. Хорошо? Так, подумали? 3-4, в аплодисменты гостей. Поехали. Проходим. И кто еще хочет пройти под караваем? Сегодня все желания сбываются. Кто пройдет под караваем, желания сбываются всех для всех гостей. Отлично. Вот так. Молодцы какие. Ну что ж, и сейчас наши мамы, друзья, не расходитесь, наши мамы сейчас угостят всех гостей по кусочку свадебного каравая. Каждый может подойти, отломить кусочек каравая, посолить его и попробовать. Каравай – символ богатства и
добродетели в семье. Поэтому каждый должен попробовать этот чудесный каравай. Поздравляю! Можно посолить тоже, посолить.